11 июня в городе Москве состоится суд по вопросу об передаче дома Асадуллаева. Это дом татарской общины, в котором размещена татарская национально-культурная автономия столицы Российской Федерации, собственность управ делами президента России. Но СМИ некоторые освещают это в том смысле, что это спор хозяйствующих субъектов. Нет, мы знаем эту ситуацию изнутри. Никакой это не спор хозяйствующих субъектов. За 2018 год проведено 4 внеплановых проверки разными инстанциями. Придирались ко всяким мелочам, говорили, что здание используется нецелевым образом, что там размещаются татарские национальные организации, творческие союзы, кружки. Ну а для чего же тогда дом культуры? Кто и что должно быть в нем размещено? Это же нонсенс. Здание никогда не использовалось под коммерческие нужды. Это блеф и провокация, и сознательная дезинформация. Здание требует большого ремонта, в него вносятся и вкладываются большие средства. Все это на деньги меценатов, татарская община. Республика Татарстан активно в этом участвовала. Община татар Москвы и ФНК не получает с этого ни деньги, она наоборот вкладывает и вкладывает средства, потому что здание требует того, чтобы его ремонтировали, чтобы его реставрировали, чтобы его всячески облагораживали. Здание функционирует, соответственно, нужно платить деньги охранникам, дворникам, инженерам и прочее, прочее, прочее. Видимо, на это здание кто-то наложил глаз. Но здесь еще имеет место и некий политический подтекст, потому что по своей сути здание, которое было передано Путиным, и не было никаких нареканий, никаких претензий в недолжном оформлении, в некой юридической неграмотности тех, кто занимался регистрацией этого здания и так далее. Но мы прекрасно знаем, что юридический рычаг наиболее действенный. Всегда бюрократы могут найти точку, запятую, поставленную не там. Они могут сослаться на какие-то акты, на какие-то недействующие законы, которые можно трактовать так или иначе. Короче говоря, все делается для того, чтобы изъять у татар это здание. Это единственное здание, находящееся в татарском районе, где находится рядом историческая мечеть, татарский переулок. Это место всегда ассоциировалось с татарами. И это место 20 лет служило центром притяжения культурной, духовной, интеллектуальной, общественной деятельности. И сейчас просто решением суда могут взять и сломать общественный консенсус, могут сломать течение вот этой вот жизни общественной, могут сломать инфраструктуру татар Москвы всего лишь одним решением. В последнее время началась разворачиваться конфликтная ситуация в Москве вокруг дома Асадуллаева. Мы в Казани с тревогой рассматриваем эту ситуацию с разных сторон. То, что происходит, совершенно неприемлемо. Я вот состою в Совете краеведов Российской Федерации, татарских краеведов, и мы этот вопрос там тоже обсуждали. Дом-то является историческим татарским зданием, где многие видные татарские культурные деятели находились, работали там, начиная от Мусаджалили, там, до Сары Садыковой. То есть это известное место для татар, обладающее собственной аурой. В сегодняшних условиях московских там это один из центров, где татары города Москвы, многочисленная группа, у них не так много мест, где они могут собраться и где могут провести светские мероприятия. Мечети есть, хотя не так много, но мечети есть, а вот есть же светские мероприятия. И вот дом Асадуллаева эту функцию выполнял до сих пор. И сейчас, если дела пойдут таким образом, что татарская автономия Москвы лишится этого здания, я не думаю, что это вызовет положительный отклик в татарском мире. Такой пример для столичного центра будет очень дурным на самом деле. Поэтому я, как историк, этнолог, тоже отрицательно отношусь к этому судебному процессу. Можно было эти вопросы решить совершенно цивилизованным способом. Тем более татарстанское руководство тоже внимательно отслеживает, как я знаю, то, что происходит там. Это здание должно остаться в руках татар. Мы призываем всех здравомыслящих людей
подписать петицию, мы дадим на нее ссылку, писать об этом, обращаться в инстанции, задействовать важный механизм общественного контроля и общественного мнения для того, чтобы не допустить этого кощунственного акта. Мы, аксакалы, Совет старейшин, выражаем свое недовольство этим фактом попытки изъятия у татар дома Садулаевых. Татары, так же как и представители других национальностей, имеют полнейшее право, чтобы иметь свою национальную инфраструктуру. Но кто-то хочет подпилить ножки этой конструкции. И эти люди, на наш взгляд, имеют провокативные намерения. Мы не должны этого допустить.